Транспорт будущего, который никак не наступит. В Якутске к электромобилям еще только присматриваются. Пока в регионе их всего 15, как владельцы таких машин умудряются передвигаться на большие расстояния, расскажет Кристина Юкупова. Подзарядить телефон и планшет. Но самое главное – не забыть подключить к розетке автомобиль. Житель Якутска Дмитрий Акимов – первый владелец электрокара в городе. Уже 4 года, как хозяин экологичного авто, экономит на топливе. Затрат стало меньше, в отличие от бензиновых двигателей. Надо идти в ногу со временем. Соответственно, вся Россия уже переходит на это. Весь мир ездит на электро. И, соответственно, вот решили тоже взять автомобиль себе, попробовать. Ну и автомобиль показал себя с хорошей стороны в наших условиях. Но в Якутске спрос на такие машины растет медленно. Автомобилисты к инновациям в этой сфере относятся пока настороженно. Впрочем, владельцы электрокаров уверены, за ними будущее. И для взаимной поддержки Дмитрий создал группу в социальных сетях. Я создал группу 3 года назад, но вот именно этой весной стало больше людей обращаться ко мне, хотим попасть в группу. Зарядка примерно 5 часов и никаких автозаправок. Существенная экономия семейного бюджета. 120 километров за рулем обходится меньше, чем поездка на автобусе. Всего 10 рублей. А самое главное, электрокар безопасен для экологии города. Решил его купить по 2 причинам. Первая причина – это топливо очень сильно подорожало. Вторая причина – это то, что электромобилю не нужен гараж. То есть я его ставлю на улице всю зиму. То есть минус 50, минус 60, там нечему мерзнуть. Несмотря на очевидные плюсы, электрокаров в Якутске слишком мало. Одна из причин – отсутствие инфраструктуры. По всей республике нет ни одной оборудованной точки для подзарядки. Да и весь российский парк электрокаров пока невелик. По состоянию на начало 2019 года аналитики насчитали всего более 3500 машин. Это не дотягивает даже до доли в 0,01% от всех зарегистрированных в нашей стране автомобилей. Больше всего экологически чистых машин зарегистрировано в Приморье – 735. За ним не смогли угнаться даже Москва с Подмосковьем – 546 авто. Третье место у Хабаровского края – чуть больше 300 машин. Северная столица же лишь на 4-м месте. В Санкт-Петербурге чуть больше 100 электрокаров. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск.